Там еще, у меня еще видео на телефоне, которое на показатель кассы. Почему? Бабам сказал. Это до записи или после? Во время, может, даже. У тебя отцу сколько лет? 50, Он? 60 лет, да? Нет, младше. Сейчас. Я в тот раз, кстати, тупанул. С тобой ровесник, наверное. Не. Хорошая шутечка, конечно. Тохтангас. Он 60... Ну, если бы раньше тебя встретил, так и было. 67-го года он. 67-го года. Что сказал? Если бы раньше тебя встретил, то так и было бы. Сейчас вот такой сын был бы, представляешь? Я просто, знаешь что, я посмотрел видео с этим, с виноградом. И? Ну, машалла, что? Отец там же отец есть. Это мой отец, да? Ну да, я же поэтому говорю. Я понял, что ты не в чем-то двору снимаешь рилс. Баба еще на него говорит. Просто какой-то мужчина. Мужик напрягся, Мужчина у себя во дворе такой говорит, балам барана, он да, юзумну кес, мналя аурс, мналя кесерс, баба, яхшу кесем. Какой-то мужик просто. Это, знаешь, такая смешная одна история, если быстро расскажу. Мы когда свадьбу еще снимали, вот просто представь ситуацию, да, вот мы едем на свадьбу. Угу. Куда едем, не знаем, просто адрес есть, ориентир. И вот мы едем, я за рулем, мой напарник рядом, с камерой готов, мы уже опаздываем. Едем, и тут смотрим, это в районе Доброго было. Двор, и там мужик в рубашке, белые, брюки, все, он, короче, что-то ходит во дворе, короче. Ну, мой Эмиль, напарник, выбегает, достает камеру, начинает его снимать. А я машину паркую, короче. Припарковался, выхожу, он говорит, а куда мы приехали? Говорит. Короче, мы двор перепутали, вот ты можешь себе представить, мужик у себя во дворе ходит спокойно, забегает чувак с камерой запыханной, начинает его снимать. Вот такое поливало. Ай, ладно, Сонли Нурахай, что там, как дела? Ничего. Евлендин мы, сон? Yok, evlenmedim. Қана, мағыңыз. Бомбош. Ты, наверное, из-за этого, да, приехал? Evet. Апайым оған оса явламаз еді. Понял. Хош келдің. Сау. Бекледік сені. Gerçekten mi? Не, серьезно, Yok. серьезно. Музакайдың сөзлеріне көре. А, приехал, да? Ну ладно, заедешь когда-нибудь. Не, я ж тебе когда написал, я думал, ты уже здесь. Потому что, помнишь, мы когда с тобой созванивались, ты говоришь, я там в каких-то числах приеду. Вот, кстати... Но это подарок, это же ты не продаешь. Конечно, это вам. Это мой бабашка передал вам. Так. Подарки в студию. А почему 3, у нас 5 в семье? 3 орешка для Золушки. 3 орешка для твоих 3 детей. Үш балаңыз бар, Ну, міне, так, оларға есть. берерсіз. Есть такой Сіз минус. бақмаңыз, бұл чатла қасчық, ама бұл паруанған дегел, бұл чатламады, бұл кішкенені Бізде бар. Бар ма? Бар. Мәселе алып қайтам бұлар. Я вам еще там видео подготовил, как я их срываю, чтобы вы не подумали, что я их из магазина А у привез. меня, кстати, тоже есть видео, как мы срываем гранат. Так что можем хорошо. поменяться, если что. Да, я бабашке его покажу. В целом, сколько ты был вот в последний раз по Где? времени? В В Турции? Турции, да. Безвыездно. Да. Ну вот ты уехал в прошлый раз и... Да, вот, и всё, и вот Сколько вернулся. ты, год был? Не, меньше. Где-то 8 месяцев. Где-то Когда я улетел? Ты вылетел где-то в декабре. Начало января. Конец под- декабря, Ты по-моему, же начало записался, После нашего у эфира. нас ты записался, и Да. потом уехал ты. Ты Так до получается. Рождества уехал. Ты вот буквально... Наверное. Ну, мы записывались 5 января. Рождество пек пылево. Христово. Ну, отвечаем. У меня Толерантный. МДшка, когда на русском начинает разговаривать дома, начинает вот так делать. Вот тебе крест, да? Вот так начинает делать. Хорошая отсылка. Татар чё-то. жауап Нормально, етіңіз сайта, нормально. И что получается, ну давай, вот знаешь, интересный момент, ну мы как-то, знаешь, такие туристы, которые ездили, мы были в декабре, скажем так, до того, как все начало так сильно дорожать, скажем так, но мы уже это поняли, ощутили, мы уже это зацепили. Теперь, получается, ты в реальном времени находишься в Турции, Так. и вот эту всю историю видишь, да, Да. как там дорожает это. Там даже я читал, ну, смотрел блогеров, не знаю, как правда или неправда, что там бывало, что в течение дня цены менялись, то есть вот такая история. В легкую. Теперь вот расскажи, как вот по ощущениям было. Ты, получается, жил один, снимал квартиру, да. да? По ощущениям, приехал, когда курс был, по-моему, за $100 давали 16 тысяч, уезжал, уже было 27 тысяч. 16 у тебя было? Потому Да. что у нас 18 было. Может, 18, да. У нас было Ну, 18. в районе, да, до 20 было. Да, 18 было. И уезжал уже 27. Может, уже 28-29. Это ужасно. Да. По ощущениям, ну, оно ощущалось сильно, так как я работал и не мог заработать нормально. А что ты делал? Где работал? Я преподавал английский.
Но ты преподавал В онлайн. школе. Не-не-не, Ты же оффлайн ходил. тоже, да. У тебя же были эти У меня детки же видосики Все, были, все, все, да. да. И что, расскажи этот опыт. Интересный опыт, конечно, совсем отличный от Это в Стамбуле было? Китая. Нет, это Эскишехир. То есть ты когда уже уехал? Да, я в Стамбуле прожил где-то 3 месяца. Ну, давай про это сначала, потому что Так, это тоже хорошо. немало, 3 месяца. Ну, Да. Ну, в Стамбуле я там, жил просто в эйфории какой-то непонятной. Типа приехал, ну окей. не, подожди, эйфория это хорошо, значит. То есть нормально ты себя чувствовал? Вначале, да, хорошо себя чувствовал, потому что деньги есть, пока еще не потратил, да, много. Думаю, сейчас найду себе работу. Проходит полмесяца, я еще не могу оклематься, не понимаю, почему. Вот когда в Турцию приезжаешь, не знаю, может, у меня такое ощущение, но как будто бы все замедляется. Начинаешь просыпаться в 10, в 11, уже рано просыпаться не хочется. Ходишь весь такой вялый, ничего не хочется делать. Я не знаю, почему так. И у них ритм жизни совсем другой. Иногда бывает в субботу-воскресенье у нас как привыкли, там, проснулся, можешь пойти где-то кофе попить, да, с утра. Там нет. Там они в 11 могут открыться, в 12. Ну, кафешки ты имеешь в виду? Кафешки, да. Мгм. То есть у них это нормально. Не, ну там есть кто и рано открывается. Там. Ну, есть, Вот наверное. эти ну, сетевые кафе, типа, они рано открываются. Ну, Ну, понятно. В принципе, логика понятна. А ты как? Ты деньги... Ну, просто это тоже такой важный момент. Ты деньги наличкой вез? да. Ну, то есть... зашил, Ну да, как уже положено? Нет, нормально. В сумку просто Тут киданул. пресс просто кинул? Да. И чё? Нормально. Меня нигде не проверяли. Ни из Китая. Китай, вы тоже знаете, там строго все. Еще строже, чем в Турции, я думаю. Ничего. Абсолютно. Ну, понятно. Просто видишь, вот, допустим, когда в Турцию едешь, они же спрашивают. У тебя не спрашивают, сколько денег с собой? Серьезно? А у нас тоже не У спрашивали. нас спрашивали. Первый раз. Честно говоря, немножко стыдно было говорить. Ну, знаешь, типа, сколько у вас денег? Ты такой думаешь, ну, вообще мало. Они такие, да, проходите, блин, бедолаги. Не, у нас в первый, когда мы ездили тогда, у нас, тогда были карты, и у нас на карте были деньги. Удобно было. Удобно ты мог- было. Да, ты деньги не показываешь, Править сколько хочешь, да? Да, когда По вот сути. не спрашивали, тогда мы, уже карты не работали. не работали карты, я поэтому и спрашиваю. Ну, есть вариант с вот USDT, вот этот, ну, через Да. крипту. Тоже, кстати, рабочий вариант. Но в любом случае ты с наличкой поехал. Да? И вот, получается, ты приехал, у тебя там определенная сумма, да? Мгм. И ты его потратил? Да. Масрафит там, да, честно А скажи. что делать? Ну, а ты говоришь, не знаю, почему спится до 10. У тебя доллары лежат, и ты как бы все. И спишь. Жены нету. Ну, я же работал. Я пытался. Но у тебя ночная, да? Всеми силами. Ночная? Нет, дневная у меня была. Но там это шахси мектеп, это типа не государственная школа, да, частная школа. Поэтому ходил там где-то в районе с 2 часов. И там, например, в день 2-3 урока. Это полставки. На полную ставку меня брать не хотели. У меня нет узун донема, понимаете? Нет прописки. Прописка есть. Она в другом городе, во-первых, в Стамбуле. А я в Эскишехире уже был. А ты подался в Стамбуле на Да. все документы, да? Ну, давай еще немножко про Стамбул расскажи. Вот ты, получается, смотри, если ты приезжаешь туристом, у тебя понятная история. Ты просто снимаешь там какую-то квартиру, там, да, поэтому BNB. А ты, получается, уже как будто бы живешь. И Да. там же нужно сразу какие-то документы, долгосрочная аренда. Мгм, Вот эти мгм. моменты расскажи, как там ты... Ну вот опять же, я не знаю, как делают люди из других стран. Я же уже целенаправленно шел на узун донем и знал, какие мне документы нужны. Мгм. И для него, для этого узун донема, одним из самых необходимых документов был именно документ о том, что я арендую какой-то дом, квартиру на год, как минимум на год. Да, То есть, да. если меньше года, то тебе не откроют его. Прикольно, да? Да, ну там есть свои эти схемы. Пути. Да, платишь денежку другу, Ну, коррупция да, получается. и он тебя записывает куда-то, какую-то эту, и тебе дают. То есть кто-то снимает, Контракт. у кого-то есть контракт на год, и он говорит, что ты к нему подселяешься. Такая история? Нет, есть хозяин дома, Я понял. и он сдает там 3-4 людям, То есть он которые может там просто не добавить живут. еще одного человека. Да, ну там есть, наверное, определенное количество, там 5 человек на метражу. дом или 10 человек на дом. Да, да. Но я читала, что они это тоже могут проверить. Могут, То есть могут по адресу прийти и... Они, по-моему, даже и ходили. могут, да. И сейчас это более ужесточенно. Просто, понимаешь, я почему у тебя спрашиваю про жилье, вот я это четко эту проблему ощутил, Мгм. потому что мы приехали туда, у нас статус был другой, мы просто как туристы были. Но хотелось попробовать вот этот опыт, там типа квартиру снять, что-то. Во-первых, цены не уступали отельским ценам, Да. обычные квартиры. Да. Во-вторых, была
проблема бронирования. То есть, чтобы забронировать жилье, у тебя должна быть карта. То есть, привязанная из карты она бронируется. А это не работало ничего, потому что никакие карты не работают. То есть, и вот эта проблема с жильем, она все равно присутствовала. То есть, ты не знаешь, как снять. Во-первых, это дорого, а во-вторых, ты еще и снять не можешь. Да. Ну, Сколько в общем, было жилье примерно? ну, на мы месяц? же, смотри, Вы все-таки в отеле потом у нас были остались, да? апартаменты сначала, это было Так. 27-30 долларов в сутки. В сутки. Да. На сколько человек? Ну, у нас дети, мы 5 были. Ой, это очень хорошая цена. Но это мы, скажем так, нам вот помогли. Мы всё. приехали, у нас это жилье уже ждало. Мгм. А потом, получается, мы сняли квартиру тоже за эти же деньги, 27 долларов была. Это обычная турецкая квартира, прямо обычная. Там она 4-комнатная, правда, большая. Но вот, знаешь, я почему-то, как будто бы вот эту турецкую тему немножко понял, да, как они живут, как все. Обычная турецкая квартира. Слышимость, Очень влажность да. очень Да, жесткая. да. Влажность, вот все окна И для текут. меня- Стамбул это Для очень меня, знаешь, вот влажный что было город, да. удивительно, это вот эти окна. Вот у нас была угловая квартира, Да. и вот одно окно, и к нему подходит второе окно, Мгм. Вот а здесь вот стены нету. планка. И просто два окна. на 4-м этаже мы открываем окно, и ощущение, что ты вот уже на улице сидишь, понимаешь? То есть Ого. вот с нашей постройкой вообще, то есть Да. совсем другая тема. И когда у них там происходит землетрясение, понятное дело, оно все как карточные домики. И вот когда там тема началась с землетрясением, я вспомнил подъезд, по которому мы вот так шли, как по замку получается, да? Вот так Там внутрь наших, сюда там обваливается, наших наверное. подъездов нету, к которым мы привыкли, советским Да. подъездам. Там вот прямо вот такая чердачная история, да? И я понял, что проблема-то по сути вот в этом. Да. В Стамбуле же тоже ожидали землетрясения. Да, кстати, как раз ты там был. Да, я И как раз там был в начале. Это не Я связано, что ты попал. уехал с Кишинева? Возможно, кстати. Нет, с этим не связано. Может, я Какие были твои действия? Вот предсказали землетрясение, что ты в более... Он спал в этот момент, не Честно услышал. говоря, только пауэрбэнк зарядил и рядом положил с собой. Все. В одежде ложился спать? Нет. Да нет, там такого не было. Там просто была угроза. Да. И Нет, причем... они прям предсказывали. Нет. Там было И там называли определенные районы, и мы были в нормальном районе. То есть вы были в домике? Безопасно, да? Нам было безопасно. А вообще чувствовалась вот эта тема, когда землетрясения начались? Я ничего Там. не чувствовал. Нет, не толчки, а эмоциональное состояние людей. В кафешках, там вот на улице. Ну, не знаю, я дома сидел в те дни. Ты, короче, на этот режим энергосбережения, да? Да, я не знаю. Я же вам говорю, первые дни как раз это были, когда я приехал туда. А, это прямо вот в Да. это время, да, было? Из-за перелета, наверное, какая-то смена. И, кстати, я там коронавирусом заболел. Я это Ой. понял потом. Когда Да. потом? Я в Китае 3 года прожил. С начала коронавируса до конца коронавируса в Китае. Не заболел? Не заболел, все было хорошо. Прилетел в Крым. В Крыму месяц пожил, все нормально. Прилетаю в Стамбул. В первую неделю коронавирус. А как ты это понял? Ну, по синдромам. Исчезли Да. запахи? Запахи, Да, вкусы? запах, Пропали, вкус, да? Серьезно? да. У меня спина так сильно болела, я лежал весь день. Один Да. день, да? Всего 1 день у меня было, да, кстати. Люди там месяцами лежат, я Да. вот целый день. Ну, Не, я ну, молодой, может быть, Он поэтому. молодой. Да, 98-й Зачем год. сказал, да? 98-го года. А чё? Не Ну, стыдно знаете, тебе уже вообще? там, тут болит уже. Да? Да, Ну, за давай. 25 там... Успокоил тебя, ладно. Ну тогда ладно. Так, а ты, получается, ты же в Стамбуле был первое время длительно? Ты же до этого Да. проездом был? Да, Вот мы всего когда там. с тобой, я когда тебе написал, мы разминулись, получается. Мы... Точно. Ну, да. И что, как ощущение у тебя было? У тебя же какие-то представления были о Стамбуле? Когда как Когда турист? ехал? Нет, когда проездом, А, понятно. мгм. А когда ты вот приехал, и до этого у тебя были какие-то представления. Сейчас Да. приеду, найду работу, да, вот это Да, вся история. Куплю семит, выпью бардак. Семит не люблю, кстати. Вообще ерунда. да? Мне вообще... Их нужно Свежие, прямо из печки. да, свежие, да. Кстати, я же в Эскишехир что поехал, там же много крымских татар. Ну, да. Да. Расскажи об этом. Ну, меня удивило. Я сначала думала, что, говорят, татары там есть. И думаю, сейчас приеду, а там, наверное, уже все такие мерхабалар. Ну, так и было, по сути. Все, можно видео завершать. Ожидание реально, да. Да. Нет, я один раз прям удивился. Иду по улице, и там они называют эти места кыраат-хане. В крымско-татарском, по-моему, тоже есть слово. Как чай-хане, короче. И там сидят старички, по большей части, пьют чай. Я смотрю на двери, наша тамга. Я думаю, интересно, что они там делают. Просто прохожу мимо и смотрю на них.
проходит какой-то дедушка недалеко от меня, там сидят еще кучка дедушек, и он такой, ару мусынас. Ну, то есть, И тут у меня сердце ёкнуло. да, и как бы, ну, ару, это понятно наше слово, мусынас, это уже турецкая, да, вопросительная приставка. То есть, да, еще есть какие-то остатки, и я думаю, вот сейчас нынешнее поколение наше еще могут застать тех, кто говорят, хоть кое-как на крымско-татарском там в Турции, а следующее поколение уже все. На что-то похоже, да? Да, Как будто очень. бы. Мгм. Да. И что, потом ты зашел туда? Не только туда, я во многие места ходил. Там. А что ты искал? Ты просто гулял или ты... Нет, я именно искал людей, которые могут, которые согласятся на интервью. Мгм. Многие стесняются, многие не хотят, многие говорят, да нет, балам, мен бір şey білмеймін, не мен Ну, понятно. саңа айтарым. Что у нас знакомые, да? Ну, они же тоже запуганные, там же тоже такая Да. история была. Кстати, вот насчет где Тамга, мы с тобой мы с вами разговаривали, разговаривали да. недавно, да, они реально у каждой деревни, Напомни просто, Да. она не знает, Да. я не говорил. ну не у каждой деревни, у обычно у таких Семьи. зажиточных семей была своя тамга, правильно, как Да. родовой герб, Да, да. да. Ну, в нашей традиции, понятное дело, герба других Ну, стран, наши они другие. бахчисарайские ты имеешь в виду, да? Нет, традиции Крыма. тюркских народов, не только крымских это уж татар, шутка тюркских была, да, народов да. у всех. Вот. И когда они из Крыма, можно сказать, убегали туда, через Румынию, в Турцию, ну и Болгарию, через, ну, пути известны, вот, они специально удаляли из своей жизни эту тамгу, чтобы никто ее не видел, никто не знал, потому что по тамге, оказывается, можно было определить, откуда именно человек. Легко вычислить можно было. Это вот как сегодняшний паспорт. Да. Поэтому они ее специально никому не говорили и все убирали. Ну, чтобы родственники, которые остались в Крыму, не Да, пострадали. чтобы не пострадали, никто чтоб не пострадал. И чтобы их потом в Турции не нашли. Удивительно. И так же легко стереть Да. вообще. То есть они сами Сами искусственно, целенаправленно убирали это из своей жизни. Ты же разговаривал там вот с крымскими татарами, да? А сейчас вот по твоим ощущениям, как они вот стесняются того, что они ну, говорят о том, что они крымские татары, или они умалчивают в большей степени? Ну, в тех местах, где их живет большинство, они не стесняются, да. Они там и флаги, очень много. В Эскишехире очень много можно увидеть, где наш Крым-татар байрагы есть. И тамга, вот я как вам называл, просто по дороге идешь и тамга. Там у них есть улицы, названные Крым Джаддесы, например. И там идет Крым Берберханесы, Крым Кар, там мойка машин, Крым еще что-то, Крым интернет. Вот. То есть они не стесняются, они это говорят. И Эскишехир, он именно привлекателен даже для туристов тем, что там есть вот это вот интересный сгусток крымско-татарскости в Турции. Вот. А так, если в других городах смотреть, то до того, как они узнают, что я крымский татарин, что я из Крыма, они никогда не скажут, что они крымские татары. Да, да. И как они об этом скажут? Менем де эчдатларым Крымдан чыкты. И все, тема И все, и закрылась. тема закрыта. Да. Они, может, стесняются даже сказать это мне, потому что они видят, вот, крымский татарин, он из Крыма, у него родина Крым, и он говорит на крымско-татарском. А я что? Мои предки приехали, и я только знаю, что они из Крыма. Все. Что им еще можно сказать? Ну, кстати, да. Но ты как будто бы не сильно похож на крымского татарина. Да мне все так говорили там. Да? Они на меня смотрят такие, а почему глаза такие большие? Вот так Ну говорили. да, глаза, они считают почему-то, что крымские татары должны выглядеть. Почему? Нет, Почему-то они не там считают, но в основном-то Да. Чольтаров поехал. А скажи, вот почему ты мог бы догадаться, по имени мог бы догадаться, что вот он крымский татарин? Ну, не знаю, я ходил по Эскишехиру, другие города не говорю, потому что там, знаете, Истамбул, например, халабалык такой, там не поймешь вообще, кто Да, что. да, конечно. А в Эскишехире можно, в принципе, отличить. Потому что действительно, вот, бузум чольтарафар, они не похожи на турков. Красивый? Ну, А любители? нормальные. Да. Скажи, вот 8 месяцев ты там был. Что полезного, какие навыки ты приобрел вот за это время? Ну, язык у тебя, понятное дело, был, Мгм. да? Да. Английский язык, турецкий язык, русский язык. Мгм. Я извиняюсь. Она ты Да. Ну, что ты приобрел? Вот что ты, чему ты научился? Ты по Discovery смотрел это выживание с Белым Гриллзом? Смотрел, кстати, да. Очень любил эту программу. Нормально, Да. нормальная тема.
Что я для себя почувствовал? Ну, я себя чувствовал как какой-то вот как раз-таки из Discovery кто-то. Едешь на неизведанные земли, мне было интересно поговорить с нашими, я еще их как-то там называю нашими, потому что все равно они еще считают себя крымскими татарами. Да, мне было интересно познакомиться с ними, то есть это был вообще интересный такой экспириенс для меня. Да, узнал довольно много того, чего мы тут в Крыму не знаем о них. То есть вообще было бы интересно создать какой-то мост, чтобы они как-то могли сказать. Так пробовали, делали же, и вы упирались. Сейчас. Они пробовали это делать с теми, кто сверху. Они не пробовали это делать с народом обычным. Делали? Молодыми надо. Ну, ты с меня что, не слышала? Мы Молодым, же кстати, разговаривали не на надо. эту тему. Мы с Эмине разговаривали, и она говорила, что это она давно пыталась. А сейчас Ну, она студентов. это будет и по-другому. упирались в ментальную разницу. Молодые не подойдут. Молодые уже отурчанились. Ментальная разница была. Отуречились. Отурчанились. Турчанились. Турклеш-тулер, короче. Так. Да. А вот именно со взрослым поколением нужно. Так о чем мы, вот смотри, ты говоришь, да, очень важно, это взрослое поколение. Но у них же тоже получается, знаешь, какая у меня мысль была? Я думаю так, вот смотри, мы как будто бы обращаемся к диаспоре, как будто бы это какой-то первоисточник чего-то, да, то, что важно для нас. Да. И вот мы идем, и я спрашиваю условного Меметага, и говорим, вот, Меметага, а что вы как крымские татары делали? Но он же расскажет историю своего маленького вот этого уезда, в котором он жил. Он же не знает, он в Бахчисарае, наверное, и не был ни разу. Вот что, кстати, что нас удивляет, вот мы стариков записываем, они вообще никуда не ездили. Понимаешь? Даже люди, которые на Мамашае жили, Мамашае ладно, но, в общем, море не знали, что на море не купались. Дедушки мы спросили. Понимаешь? На море не был. То есть, вот обращаясь к этой диаспоре, ты говоришь, а как вот у нас пели там, не знаю, или танцевали? Он же расскажет эту маленькую историю. Да. Но это тоже ценно. Для кого? Для нас. Точно? Конечно. Да, конечно, ценно. Так и что ты узнал? Ну, вот, я узнал о том, как они туда селились. То есть Путь, да? Да, рассказы их предков. То есть они уже не знали, откуда они из Крыма. 90% людей не Серьезно? знают. Не знают, откуда они из Крыма. Они знают, что там где-то, возможно, Кезлев, где-то, возможно, Керич. Возможно. Вот так вот они говорят, да. Вот, а некоторые прям знают. Они даже архивы пытались найти, откуда их предки. Были и те, кто находили. Дедушка один вообще показал мне свою всю родословную, вот так вот. У него там дерево такое большое, огромное. Вот он сам и в Крым он приезжал. Ты домой к нему пошел? Нет. У него с собой было? Он, получается, Феррух Аби, его очень многие знают, кстати. Он один из первых, кто в Крым приехал из турецкой диаспоры впервые. То есть после депортации крымских татар он впервые... В 90-е, да, наверное? Да, 90-е годы, да. Там их было 5 человек, и вот он один из этих 5 был. Вот. Я познакомился с этими людьми. Кстати, вот это тоже один из самых крутых экспириенсов, которые я там получил. Именно познакомился с людьми, которые вот горели мечтой как-то сохранить крымско-татарскость в Турции, находясь там, в Эскишехире, и построить какие-то мосты с Крымом. Вот. Ну, не знаю, я думаю, им не удалось это все-таки сделать, потому что новое поколение, они уже совершенно не хотят это делать. Есть какие-то пару человек, но это уже все. Им Сколько уже это не им лет? надо. Вот той Взрослым? делегации. За 80 уже. Да. Но они какая миграция? Вот они представители какой миграции были? Они представители побольше уже из Румынии, которые туда. То есть это была уже времена миграция в Ататюрка. Румынию, потом там какое-то Да. нахождение, и уже оттуда... Да. И многие, когда у них говоришь, они говорят, мы из Румынии. Я говорю, а до Румынии они потом говорят Крым. А некоторые вообще даже не знают, что они из Крыма. Мы из Румынии. Вот. И вылитый, вот Чоль Тарафа. Мы из Румынии. Ну, ты знаешь, вот как бы что удалось понять, когда я на эту тему там тоже интересовался,
как будто бы система так была выстроена, что тебе было просто выгодно быть турком и невыгодно было Да. быть татарином. То есть Ну, такая политика лифты, была социальные лифты работали. государственная. Но этот пример, он работает и у нас, и в Узбекистане, Да. и где хочешь. Если ты узбек, ты двигаешься быстрее. Да, о чем говорить? У нас, где мы жили, у нас русские имена давали, называли по-русски, даже Да, татар, было чтобы такое. просто как-то мимикрировать. Киргизы. Да. Так почему, когда во времена Ататюрка, когда начали турок забирать с тех территорий, где Османская империя была, их же начали оттуда забирать и помогать устраивать их, там земли им раздавали в Турции уже, в республике. Вот. И почему тогда татар тоже начали брать? Потому что они тогда, да, сказали, мы братский народ, давайте нас тоже. Я думаю, так произошло. Изначально они хотели забирать именно турок с территорий тех. Болгария, Румыния. То есть ты имеешь в виду, Балканский это под полуостров. эту, да, государственную политику? Да. И они, это Конечно. стало двигателем, да, того, что они начали переезжать? Да, да, да. Ну, среди тех людей, с которыми ты общался, были такие, которые говорят, вот у нас цель вернуться на земли наших предков? Ну, такое было? Были те, которые говорят, да, мы хотим поехать. Поехать. Да, мы хотим Съездить, да? посетить. Некоторые говорили, да, мы хотим поехать. Да, было бы неплохо переехать. Было бы неплохо, но они сразу же говорят, ну вы же понимаете, у нас уже дети, у нас уже все тут. Фабрики, заводы, Да. капиталы. Да, зачем нам этот Крым? А так вот ты по этим кафешкам, вообще по уличной жизни, какой уклад вообще у наших, у наших тех, кто из Крыма? Они полностью скопировали, да, там Да, турецкую историю, полностью. Ассимиляция. Ассимиляция не только языковая и ментальная, там уже все, культура полностью. Говорят они еще, вот наши старики на Кадырлес собирались, песни, там Чинлар, Манелер, такое было. да? Мгм. Вот. И дедушка один там сидел мне, Чинлар даже, он мне пел. Был такой один, да. Так, и что получается? Вот смотри, так и в итоге по диаспоре, какой вопрос? Есть вообще смысл что-то делать или что? Вот ты сейчас записывал, По диаспоре? да, вот ты там делал какой-то материал. Просто понимаешь, я когда в Турции еще не был, у меня было такое воодушевление насчет диаспоры, да, как будто бы это ты попадаешь в какой-то музей, библиотеку, да, там пыль сдунул, там книжку открыл и Информацию какие-то ответы Да, получил. да, да. А потом, когда начал погружаться в эту тему, я как будто бы понял, что Да. нет там каких ответов. Да, там никаких уже нету. все. Ну, есть же надежда, у нас же есть турецкие архивы. Надежда есть, у меня она тоже не угасла. И нужно работать не с молодежью, я так понимаю. Нужно работать с тем поколением, которые еще что-то хотят, которые помнят, которые как минимум хотят посетить Крым. Почему бы нет? Даже посетить Крым — это уже большое дело. Вот была одна женщина, ей за 70, и она как-то приехала и посетила Тарахташ. И она говорит, я приехала в Тарахташ, и я говорю своим друзьям, я тут родилась. Хотя она в Турции уже 4-5 поколение Мгм. тех крымских Ну, по татар. ощущениям, Да, да? она говорит, я тут жила, я тут родилась, говорит. Это прикольно. Да. Была такая практика в Дернеке Гебзе. Гебзе — это город, который недалеко от Истамбула, то есть вот Да-да-да-да. выезд, да. И там он не был главой, кстати, Дернека, он муж главы Дернека. Вот. Да, вот. И они такую программу сделали. Они брали по 5-10 человек, брали у них, по-моему, по $100, нет, по $1000, по-моему, нет, или по $100, что-то такое, не помню точно. Привозили их в Крым, селили в дома крымских татар, деньги давали крымским татарам, у которых они селят, этих людей, и у них именно была вот такая цель. Они говорили, мы не хотим их селить в отеле, потому что они не почувствуют Крым. Они селили их в дома крымским татарам, и они там жили где-то 10-15 дней, и вот с ними разговаривали, то все. И вот он мне рассказывает, первый раз я приехал в Крым, приезжаю в Крым, смотрю на все, ну, чисто чувствую, что тут вот русскость, говорит. Все по-русски разговаривают, а Детлер, ну ничего нету, говорит, я вообще не чувствую. Разочарование. Ну, в такую семью попал. Нет, начало 2000-х, по-моему, годов, да. Это он сам, это вот он, который начал этим всем заниматься. И он говорит, вот я сижу ночью, говорит, и курю сигарету, говорит. До утра 2 пачки сигарет скурил, говорит,
и утром, говорит, смотрю на рассвет и говорю, наверное, есть все-таки какая-то надежда. И вот он тогда не бросил это, и надежда была. Потом он начал находить именно крымских татар, которые именно крымские татары, которые себя чувствуют крымскими татарами, которые хотели делиться и традициями, и нашей культурой, и которые в себе эту культуру носили. Вот. Ну, на тот момент, начало 2000-х, тогда еще те биташи и харбабашки, которые... Да, много чего да, было. тогда Много еще чего. много чего было. И вот он тогда почувствовал это, и он сказал, все, надо это делать. И они 2-3 раза привозили. Каждый год они привозили по 10 человек. И те люди, я с ними разговариваю, вот это даже бабушка, которая за 70 лет, она говорит, я хочу туда. Говорит, ну сейчас сложно из-за вот этой всей ситуации, она боится, если за 70 лет. Не, ну сейчас уже как бы понятно. Всё. Да, но она говорит, я туда очень хочу. Мы общались вот с одним турком, ну, он с Анкары, и он говорит о том, что, ну, Турция же она огромная, и в Турции есть места абсолютно вот, где природа, ландшафт похожий на Крым. Да. И Ну, я ему говорю, да, на Бахчисарае есть место, а мы конечно. сидим там, ну, где сфинксы, ну, я Багашлан про сфинксы сказал, в том месте. в старом городе. И я говорю, есть такое место в Турции похожее? Он говорит, есть. То есть вот прям... Он тоже назвал, да? Что Да, Есть, есть. Да, он называл. Так оселение крымских татар как происходило? Даже не только крымских татар в Турции. Селение каждого народа, там же не только крымские татары, там и карачаевцев очень много, там и Черкесы. адыгей, черкесы, да, Черкесов черкесов очень много. И вот их, например, черкесов селили орманларда, тауларда. Да, потому что им именно лесная часть была интересна, потому что они там в лесу жили и тут. А крымским татарам давали эти именно места около воды, потому что без воды татарлар яшамага стемедлер. И вот в Эскишехир там батак. Это получается такая жижа, получается вода, но она выходит из берегов, заливает всю землю, и вот она такая вот влажная, мокрая, ничего садить нельзя. А наши без огорода, без этого всего жить не могли. И получается, они это высушили, наши туда приехали, вот это со слов эскишехировских татар, они это высушили, осушили земли и начали там все это садить. Тот народ, который там жил, они их называют манавлар. Это какой-то древний народ еще, который в Турции, в Анатолии жил. То есть они не тюрки по крови, Да, они да. там живут. Они жили вот так вот наверху, получается, Байруар Нустундианда Яшайдлер. Они видели этих татар, такие думают, что за интересный народ, зачем они это делают? Можно же пойти вон там в лесу нарвать ягод и жить. Вот, они смотрят, там у них уже и атлар, и все, что хочешь, есть. А потом эти крымские татары начали ходить в мечеть. Они такие, сізде мусульмансыңыз мы? И потом у них какие-то уже пошли эти контакты с этим народом. А язык как бы Интересно. разный, да? Ну, они уже на турецком разговаривали, те манавлар, то есть у них уже все. Они очень древний народ. А какой у них язык был? Свой, ну, этого Да я не там, знаю, да, там я же- не интересовался. это же Там территория же, древняя же там территория. такие, вот именно в этом бассейне Эскишехир, Афьон, в этом бассейне там еще хиттиты были, хиттитская империя, фриги, фракийцы, вот, фриги. Что за фригид? Да, ну, фриглер. Ну да, Да. фракийцы. Фракийцы. Македонский туда доходил. Ну как бы Представляете? Трое тоже, да, так в Турции на секундочку. Ну, там Ну, так намешано, говорят. да. Намешано Не, не кровей, так да, говорят. у тех людей. Очень, очень много. Почти как у нас, да? Да. Кофе пьем? Кофе пьем? Им вашу малку, я не знаю, Да? стоит ли. Может, у меня давление поднялось. Может, Тогда вино не туда надо. Вот лучше? я вам говорю, уже Воды 25 уже. Вино, может, туда лучше? Эй. Я тупхаром сомали. Потом меня отвезете домой. Из Легко. блюд, что там нового ты попробовал? Чего мы не Ты попробовали? вот эти чебуреки выкладывал, но они на вид были такие слабенькие. Слабенькие. Ну, Ну, ты очень многие, кто хвалила. пробовал чебуреки в Эскишехире, говорят, что слабенько. Ну, Ну, так я и на есть, вид, на самом я деле. На просто- вид даже, да. Нет, ты там так их хвалил, ой, я там туда-сюда. Не, ну, как вам сказать, есть хорошие места, есть так себе. Ну, Нет, там ты выкладывал, я просто видел, мужичок, как-то он, Мехмед или что? это Стамбул. Это в Стамбуле это было? Стамбул. А, точно, это в Это Стамбуле было. единственная чебуречная Стамбула. Почему? Они не Удивительно. едят, да, турки Стамбул, чебуреки? все. Турки не В едят чебуреки? Стамбуле нет, почему едят, очень даже. А что за Ну, проблема? в Стамбуле так, не знаю. В Стамбуле, кстати, было такое место, как оно называется, сейчас я вам скажу.
Ой, сейчас. Чапа-Шахремени называется район. Мгм. И вот там его как-то... Кчук Крым его называли, маленький Крым его называли, Мгм. потому что гемелернен приходили из Крыма, и туда их высыпали, и они там жили. М. А потом начали расселяться уже по Турции. И Многие где это? переехали. Рядом с чем? Это почти центр, кстати, да. Рядом с Фатихом? Фатих, он, получается, туда повыше. Так Фатих тоже огромный. Где? Да, Фатих Куда тоже ближе? огромный, да. Ближе куда? Сейчас вам скажу. Просто мы тоже уже ориентируем. Это, окей, это не центр, Добро Хатерласам. Вот эта стена Константинополя есть? Знаете же, стена Константинополя? Ну, допустим. Допустим, да? Мгм. И вот первую остановку вы проехали, Мгм. Топчелар, по-моему, она называется. Топ-Пчелар. Мгм. Да, вы ее проехали, и вот вторая или третья остановка Чапа-Шахремени. И То есть что это там в крымского? Константинополе. Что там крымского ты нашел? В Нет, Стамбуле? вот Райончик там что-то осталось? Нет, вообще Просто ничего. название, да? Просто когда-то назывался. А чебуреки не там. Чебуреки там 1 раз или 2 раза поел, не понравилось мне, и все. А что, они были толстые или какие? Нет, Не толстый, фарш полный. какой-то вообще Ну, непонятный. с фаршем, да, там вообще Не, какие-то ну трав... там, ты, который показывал в Стамбуле, Да, там у да, него да. вообще, там в этом казане, она жидкая, жидкий Да, фарш да, да. был. Он как половником его набирал, как воду, короче. разукрашивал, да? Ну, Ну, размазал, они же чтоб любят. так Вот это- быстро он это делал. Как это называется блюдо, вот это вот небо порезать можно, которое, как? Гюзлями. Гезлеме. Гюзлями? Да. Ну, типа наши Ну, ямтеки, только там фарш Турецкий. стирается в порошок, Ага. там ты не понимаешь, ты траву ешь или мясо, непонятно. У них И оно твердое, понимаешь? Вот они не догадались сливочным маслом помазать. Они помазали, но это было очень мало. Очень, да. Они добавляют в фарш Специи. Мгм. Очень много. У нас в чебуреки добавляли, если специи, то добавляли на не. На ней южнобережной. Мы соль, сейчас про чультарав говорим. Соль, перец. Все. Вот фарш не должен Да. быть слишком пряным, ну, насколько я представляю себе. А там они, наверное, что-то... Но они любят пряности. Это же уже Малая Азия. Но это уже не чебуреки, получается. Да. Нет, ну в Нет, чебуреках я этого не было. видел. Не, в чебуреках Нет, в этого не чебуреках было. не было нет. такого. Там зелень, кстати, была. Это считается классика. То есть Зелень? была. Я же видел. В видео? Да. Я не помню. Было. Ну, фарш Но зелень в был Эскишехире точно. не делают зелень. Внимательно просто. Нет, в Это Стамбуле. точно. В Стамбуле Ты, я не который помню. хвалил, вот он у него стоял чан, Да я не хвалил это ничего там. очень даже хвалил. Я Нет. тебе писал. Нет. Лицо было довольно. Хвалил я, что хвалил? Я... Дешево было. Нет, не в этом дело. Что мне понравилось? Что Очень. мне понравилось, это то, что вот какой-то кусочек Крыма, потому что его все равно ищешь везде. Ну, понятно, да. И он там еще что-то говорит, Човин Казан, понимаете? То Да, есть да. запахло Крымом. Мурашки Да. побежали. Не, ну настолько там не было. Ну, мог уже дожать что-то. Да. Так, и что? А вот не было такое ощущение, что еда быстро надоедает? Было. Да? Очень Что сильно делал быстро с этим? надоело мне. Что делал? Чуда там? Ну, вообще, что там? Ну, готовил сам, наверное. Кыргызстарда оле ата сөзі бар да. Котыңны кираға бердің, чуда. Да. Да. Сам я мало готовил. Ну, по Мало. тебе не скажешь. Почему? Не, Не знаю, такая что-то. Такое мнение есть. Ты не готовишь вообще сам? Готовлю. И Готовишь. вкусно готовлю. Ну, это Так надо говорят. проверять. А что готовишь? А, Бурма, чеберек, сарма. Чайковты. пляу. Ты чебурек делаешь? Конечно. Серьезно? Келерсіз, да, енді. Ну, смет. Хсметоса. Тонко раскатываешь. да? Он Рифат Хорошо. дорогу знает, с Рифатом Делаю. поедем. Рифат енді келді, сіз келмедіңіз да. Кстати, вот этот ты пляв сказал. Короче, мы сняли обычную квартиру. Так. И, ну, сняли там что-то, и такая адаптация пошла. Там мы, по-моему, 4 дня жили, да? Мгм. И на следующий день спускаемся. Ну, надо же что-то, какую-то еду, там какая-то плита есть, что-то готовить. И там, получается, прямо на первом этаже пиляу-джи был. Ну, и Да, чисто да. для местных, короче. Ну, это не наш, конечно, пиляу, как бы не как Да. мы кушаем. Белый но рис и сверху белый рис, но немножко курочки. подкрашенный, да. И Ага. грудинка вот такая вот, ну, Вот такая. такая вот. На волокна Ну, 20, расщеплены. 20 лир просто рис, если ты хочешь, Да. там, по гарниру. А если 27 лир, ну, я просто помню, это с курицей. Ты знаешь, ну, Как вы нормально. так цены помните, я в шоке. Да, Вы не запоминаете слушай. вещи. Для него просто каждые эти цены Шок. были шок. Шок. Не, на самом деле я почему запомнил, потому что
Не знаю, я не все помню, но вот это мне запомнилось. И показалось, Цены вам запомнились. У нас с тех пор, кстати, сын вообще не ест курицу. Вот как мы с Турции приехали. он нет, говорит, это не Кошмар. то. Это мы, короче, купили иранскую курицу. Такая, знаешь, на вертеле Иранскую? бывает. Иранцы или афганистанцы, арабы какие-то. В общем, Так иранцы, Иранцы, афганистанцы, афганцы, арабы. короче, черный народ. Это, Охо, урчело. Дилавер. Давай заново. а что слово? Это вырезать не надо. Нет. Ну, кто монтирует, будет это вырежет. Короче, в общем, это не турки были, это были какие-то арабы. Да. Можно сказать, что это арабы были? Да, можно. Ну, окей, я же не видел. Арабы, все. Я тебе точно говорю, это не турки были. И у них такой, Может, типа, курды? знаешь, как... нет, Может нет, быть. не курды, это были арабы. И вот, короче, курица вот такая, знаешь, крутится вот такая ерунда. Так. Красивая. Очень красивая, очень все нормально. И недорого, кстати, было. Там 70 лир Поэтому, стоило. наверное, и было недорого. 70 лир опять запомнил. Удивительный Да, человек. и, короче, Серьезно. и представляешь, и вот детям не понравилось. И А вот вам? сын, как будто тоже нет. Что-то не то было. Как будто не было вкуса вообще, Специи, запаха там, как будто курицы. тухлые курицы, что ли, там Да, их да, да, искупали да. где-то Она там. сверху обжаренная, а внутри вот Белая. какая-то белая, да. Белая, и вот она даже волокон там нет. Ну, как как будто она сказала, что-то переварена. опять захотелось. Курицы той. Да. Да, и вот он теперь отказывается И, короче, от курицы. и знаешь, Вау. ну это, да не отказывайся, нормально. В общем, и что ты делал с едой? Вот, что ты готовил, что ты делал? Нет, ну, нашел себе пару мест, которые мне понравились, и там питался. Как-то суховато звучит. Питался. А как еще? На китайском там с кем-то разговаривал? Питался. Да, был один раз опыт Серьезно? такой, да. В Стамбуле как-то хожу, и две женщины стоят, смотрят на эту баклава и не понимают, она сладкая или соленая. А, это тоже есть такая Да. тема. А, ты понял по разговору. Конечно, они разговаривают, не могут понять. Что-то у него спрашивают на английском, а он вообще не бе, не мэ. И я начал с ними разговаривать, говорю, это сладкое, говорю, вот это супер сладкое, это еще более-менее сладкое. Поговорили. Они мой номер еще попросили, говорят, хочешь, пошли, типа, погуляем как-то. Ты не с ними 3 месяца жил? Нет. Аллах шукр. Так, и что было? Вот. Они не удивились, что ты там по-китайски Удивились. разговариваешь? А они такие, а вы уйгур? Так и было, серьезно? Серьезно? Ну, они больше других не знают никого. Нет, конечно. Ну, А второй вопрос, вы турок? Я говорю, нет. Я так говорю, я из Крыма, я крымский татарин. Она такая, а я знаю, говорит. Крым ну, знает? уже знает. Крым наверное. знает. Это А плохо. что, турки не знают Крым? Это плохо. Откуда китаянка? Плохо. Плохо, что китайцы Крым знают. И до сюда доберутся. Так мы для них белое пятно, знаешь, на карте. Мы И чё ехали... Они, кстати, знают хорошо про Крымскую войну. А, может, оттуда. Про последнюю. Какое? Вот это большая война, которая была? Последняя Крымская Ну, война. Крымская война была. По-моему, 1850. 52-й там или 6-й? Нет, 4-й, 5-й, 6-й. Ты сказал, как будто я на 100 лет ошибся. Ну, примерно же сказал, рядом. Да, примерно те года. Ну, а их китайские эти повстанцы, они же участвовали в революции тоже, в том числе. Может быть. Это тоже они, наверное, знают. Да, знают. Так, и что потом? Вот с едой, я так понимаю, ты, ну, как бы отпустил, да, вожжи? То есть, что есть, то и кушаю, да? Да. Но ты не искал там, не выискивал. Ну, были моменты, когда искал что-то новенькое. И ты вот все время, ты же один был, да? Да? Что за мысли, вот как ты двигался? Нет, первые 3 месяца я был не один, я был с двоюродным братом. В Стамбуле. Да, в Стамбуле. Мгм. Потом брат уехал, и я остался один. Домой поехал? Нет, он сначала переехал в другой город, в Анталию, по-моему, он поехал. Там у него какие-то свои дела были, потом в Крым. А, я понял. Машаллах. Скажи, вот у тебя там, судя по сторис, я тоже подписана. Тоже на тебя. подписан. Целовалась. Все-таки известный человек. А, no name. Ага. Ну, вот этот no name Видишь, как есть же. оскорбился, блин. Вот, кстати, вырезку оттуда поставьте. Нет. Вырезка это другое. Как Нет. вставку. Не знаю, как она Ну, в называется. общем, я слежу за тобой. И хочу сказать, спросить тебя о том, что ну, вот крымские татары, которые сейчас вследствие этих всех событий там поехали, да, ты ходил к ним в гости. Мгм. У них, наверное, ты что-то крымско-татарское ел, Да, да? было Это такое. было круто. Ну да, был похож на наш кобете. Серьезно? Похож. Да, был похож. Это... Хошаф она сделала. А. Кобете, да. Супер. А ты хошав дома пьешь? Конечно. Сухофрукт. Даже вот пару дней назад битам приготовила хошаф. Но он не из сухих был фруктов. Кушай компот, короче. Ну, как будто бы эта разница мы есть. тоже говорим хошаф, не Как знаю. будто разница есть все равно. И что? Ну, я хотела спросить вообще, какой у них план на жизнь, или они так без плана? Какой свой план Как у просто на самураев, жизнь, да?
Как у самого? Куда Турция, туда и они. Уже что? Такой план. Ну, Устроить дети. детей, да. Они чтобы прям хорошо уже так, жили. ну, Конечно, да? да. Устроить детей, чтобы дети хорошо жили. И все. Ты не пытался их переубедить? Пытался. Пока кубик я Бесполезно. кушал. Да, бесполезно. Нет, просто была одна семья. Кстати, они вот не приглашают. Вот у нас как принято? Все, Теперь- это уже, все, вот, видишь, ментальность Я пошла. с Рустем Меметовым там увиделся. И мы с ним ходили, и вот однажды он сказал такую интересную фразу. Она вот мне запала в душу. Туркияде татар чок, ама татарлык yok. Мгм. Татарскости нет, крымской татарскости. Ну, Не как будто бы, чувствуется. знаешь, как будто бы, я понял, о чем речь. Мне кажется, что это вот в крупных городах, мне кажется, так. А вот все-таки село живет все-таки вот нормально, мне кажется. Ну, не знаю. Я так в село и не поехал. Так хотел. А почему не поехал? Ну, не знаю. Деньги жалел, наверное. Не знаю. Не выпал шанс. А что, это Там немаловажно? сёло- Там Это сёло- мало, это там- да. Вышел там- из квартиры, деньги Да, тратишь. все. 100 лир туда, 100 лир туда. Да, Да. да. Это просто села все вокруг Эскишехира, они были далеко. Я там как раз в Эскишехир переехал до лета, в мае. М. И вот июнь, июль, август, все они работают. На полях? Да, на полях, у них вся работа. Я просился, они такие, мы работаем, и потом я все. А ты в Перестал. Эскишехире сколько времени жил? С мая по сентябрь. М. То есть По-моему, тоже с нормально. мая или с конца апреля. Что-то такое. Вообще интересный опыт у тебя получился. Ну, как, на мой взгляд, может, взгляд со стороны. А вообще ты сам вот не жалеешь об этом? О чем? Ну, об этой поездке. там. Жалею, очень сильно. Не, серьезно. Серьезно. Почему? Жалею Лучше бы с участок точки купила. зрения, что да, можно было участок купить в Крыму и сидеть уже, и можно было думать уже, Как, кстати, где помнишь, мы Келинку найти. созванивались. Я звоню Искендеру, соседу, ну, нашему соседу. Он говорит, сейчас я, говорит, передам трубку. И тут я думаю, ну, блин, как ты там мог появиться вообще? А мы с ними очень, кстати, Так подружились я его хорошо. я это понимаю. Но, чтоб ты Просто понимал, такой тесный мир. Да, очень, да, очень. очень тесно. А вот в Турции вот как-то хочется, да, найти Ну, кого-то конечно. своего. Конечно. И мы там вот, мы с ними катались очень много, мы поехали с ними и в Каппадокию вместе поехали. Но он машину, да? Да, там да, на да, машине же все движение. Удивительно. Недавно в гости приезжал ко мне. Не, с он семьей. классный. Туда, в Старый Крым? Конечно. А он же в Симферополе живет. Да. И чё? Ну, ты хоть адрес скажи, И мы я тоже к ним- съездим. Скажу, конечно. Ты в самом городе живешь или на передней? Ну, не в Нет, эфире, там, да? на периферии. А, это понял. Как у нас. Представь, ты в Сказать эфире. сейчас? Как у нас. Завтра все Прикол такой будут с есть. яйцами кидать мне в окно. У нас такой Бахчисарай прикол есть. Где живешь в Бахчисарае? А где именно? Ну, мало видно. Ты знаешь? А там пешком нужно полдня идти туда. Ну ладно. Мы сегодня оттуда ехали, кстати. С Маловитки? Мы сегодня поехали Участок в Буюк-Яшвал. Нет, Яшлав. это Буюк-Яшвал. Класс. Репино, да. Мы, получается, вон Койдешлер Мотора. Ну, мы подписаны, все, мы Да, да, все да. следим. Мы все следим. Мой же один дед из Буюк-Яшвала. А что всем говоришь, На что маминой Бахчисарайский? А что, Буюк-Яшвал не Бахчисарай? Это Бахчисарай. Ну, не знаю. Они вообще бывали в Бахчисарае, Буюкашлавские? Наверное. Не, вот, ну, знаешь, это мы сегодня, мы думаем, как по-современному. Сел, поехал. Да. А раньше люди прям из Да. сел не выходили. Вот истории. Айсерес Ускут. Были такие Нет, бабушки, вообще которые понятно. сидели дома, То вообще даже не понятно. выходили. Они даже не знали, что там есть какие-то села другие. Да, Да? да. я тебе про это и говорю. Так и было? Все. Это та история, да, с дикой бабушкой. Наверное. А я дикая была. А я дикая была. А, точно, да, я дикая была. Это видео какое-то было, да, по-моему, даже? Ну, это у Рифата это на канале Рифата было. на канале. Рифат, Маша Лангбар. Подпишитесь на канал. Лайки не забывайте. Лайки не забывайте. Расскажи Да про подождите, это. это мой эфир, что мы Рифата сюда припутываем? Айда, Рифат, идем. Рифат, садись. Это мой звездный это час. мой звездный час, Тохтангс. Слышишь, расскажи про этот детский сад. Как будто бы интересная тема вот с этими, где ты сад? работал. Ну, не детский сад, где ты Это была работал? школа обычная. Я просто детей видел, мне показалось, что это... Да. Нет, там... Они очень избалованные, да, по сравнению с нашими детьми? Да нет. Нет? Я бы не сказал. Похоже Хорошие на наших дети. детей. Ну, это в Дети Стамбуле, хорошие, походу, да. школы такие шумные были. Там О, шумная ты же школа? можешь с Я в китайскими детьми тоже сравнить. Да, я в Стамбуле не работал. Я понял. Да. А мы просто мимо школ ходили и в шоке были от этих школ. А. Они очень Не, шумные. эскишехировские хорошие дети были. Да? Уважение к учителю проявляют, слушались меня. Ну вот смотри, давай так, вот ты приехал в Эскишехир, да? Мгм. Ты снял квартиру Да. сам.
Да? То есть никому-то не подселился? Кстати, там история такая интересная. Так. Смотрю, кто продает квартиры. Ищу крымско-татарские фамилии. Нормально, ты смотрю, залетел. Смотрю, Бекторе. Такой, опа, все. Такой, звоню ему, говорю, продаете? Да, продаю. Ну, сразу слышно, что я не турок. Приезжаю, смотрю, вижу, и он стоит. Подхожу метров за 5, еще такой, с татарсызмы? Он такой, татарман. Вот тебе флаг. Да, и все. С меня не взял. Кстати, вот тут я почувствовал, чуть-чуть татаровых был. С меня не взял депозит. Депозит не платил. А депозит, сами знаете, везде Да, депозит знаю. обязательно нужно. Да, да, да. И еще что-то он с меня не взял. Тохтан, что там было? Деньги взял? Деньги взял, да. Я уже думал, Деньги не взял. вообще красиво залетел. Нет, депозит не взял с меня, да. А сколько платил ты в месяц? 4,5. Как бы дешево, да? Это на тот момент чуть-чуть дороговато было на первое Для время. Эскишира. Да, на первое время я такой думаю, там 3000, тут 2,5. Ну, район был центральный, прям центр. 5 минут пешком до центра. Вот. Эскишир, кстати, маленький городок. Там трамвайчик ходит, так Сколько там удобно. населения? Ну так, по ощущениям. 1 миллион. Это маленький, Ровно да, считается? миллион. То есть Ну, по мы сравнению- Симферополь, Нет, столица, я имею в виду по этому. агломерация миллион? Да. конечно. А. По этому. По Как площади. это называется? По площади, да. По площади небольшой. Ну вот по Там ощущениям, как-то. как Симферополь, по ощущениям. Да. Мгм. Мгм. Ну, иногда бывает, что трамваи прям наполнятся, и кажется, что много людей. А иногда дни, как будто нет людей вообще. Ну, кстати, ты это прикольно придумал, что ты вот с имени зашел, как будто бы сработало, да? Сработало очень сильно. Пользуйтесь, Балвар. Лучше не Лайфхак. пользуйтесь. Почему? Ну, как бы. Не, лучше не почему? пользуйтесь, Ну, да. дома надо быть, зачем? Ну, всякое бывает. Это Пользуйтесь да. те, кому Но надо. Не, подожди, Кому я же надо, сказал, да. лучше не пользуйтесь. Я же не сказал, не пользуйтесь. Расскажи про свой YouTube-канал. Да подожди, ты мы еще про этот не дошли. Ну, Про что еще? Нет, мне просто, знаешь, что интересно? Мы же тоже эти шаги делали, и интересно узнать, как ты интегрировался в сам город. Вот ты пришел, ты снял квартиру, да? Так. В квартире мебель, все было, да? Да. Все. И что ты говоришь? Надо устроиться на работу. Мгм. Куда ты пошел? Ну, я начал искать по объявлениям в интернете, кому нужна работа, где предоставляют, как это правильно сказать, где требуются Вакансии. педагоги, да. У тебя документы были какие-то уже? Да. Заявка вот этого, да, на Доне? Вот заявка на Доне и диплом мой, и все. И она Они позволяет- даже диплом не посмотрели, кстати. Эта заявка позволяет тебе официально устроиться на Нет. работу. Не позволяет. И ты Официально нелегально нет. работал? на полставки. На полставки. Ну, это же официально. Нет. Ну, а как тогда? Я думаю, можно будет официально Частная устроиться, даже с школа. документами крымскими можно официально устроиться. Но у них на них повесят большие налоги. Ну да, просто За я тоже это иностранцев. поле немножко изучал, Да. и я понимаю, что там есть моменты. Если ты официально устраиваешься, один момент. Если ты работаешь неофициально, там тебя заложили, могут депортировать, то Да. что ты, и еще штрафы наложат на там, где ты работаешь. В общем, ты устроился на полставки, Да. и тебе говорят, ты будешь зарабатывать сколько лир? Очень мало, не хочу говорить. Ну, 4000 было? Мне больше было. 5 выходило. Ну, ты как 5, будто бы... 5,5. То есть там у них аскери уджрет это называется, то есть минимальная плата, минимальная Да. заработная плата. Да. По-моему, ее вот, когда я уже уезжал, подняли до 11 тысяч, 11 200. До этого, когда я приехал, было 8 всего лишь. Да. Да. И подняли до 11,5. То есть на эти деньги, в принципе, можно выжить в Турции, да. На 11 можно жить. Да, то есть половина Одному. будет уходить, да, половина будет уходить на жилье Да. с коммуналкой вместе, если посчитать 4,5, там еще вода, газ, то все, интернет. Вот тебе 5000, а на 5000, в принципе, можно выжить. Ну, ты Выжить. про Эскишехир, Ну не, да, не про Стамбул. нормально жить. Ну, вот смотри, ты, получается, пошел устроился на работу, Да. да? И теперь ты что, пришел, тебе говорят, вот твой класс, да? Да, так и было. Ну, а ты там турецкий хорошо это, да? Они турецкий вообще не требовали, они говорили, пытайся разговаривать с ними только на английском. А, то есть это англо. А как они Да. тебя называли? Ленуруджа. Ленуружа? Да. То есть там не обязательно было скрывать, что я из Крыма. В Китае это нужно было скрывать. I'm from America. И как тебя в Китае называли? Лио. Да, teacher Лио. Как это мило. А в Турции, кстати, вот у них, вот я не знаю, как это получается, вот у китайцев, да, они понимают, что другой язык работает иначе. Да. В Турции они меня называли Ленур teacher. То есть
по сути, teacher Ленур, если по английской логике, Да, они называли по турецкой логике Ленур Hoca, понимаете? Да. Ленур teacher. Да, как будто ну, что-то не то, да? Да. Ну, Я их переучил первые уроки. и что, вот ты приходил туда, там, допустим, там, часа в 2, да? Да. А там они что-то кушают вообще, там, с питанием? Нет, школа? нет. Это обычная частная школа, приводят детей, отучились, ушли. А они с утра учатся? Некоторые с утра, то некоторые есть А ты тоже- с узнавал, обеда. сколько там обучение стоит? Нет, кстати. Было бы полезно, кстати. А там вот ты же знаешь, там дети, которые ходят, это что за дети были? Ну, это турки или это какие-то Турки. русскоязычные там какие-то? Нет. В той школе, где я работал, были турки. Ну, были из разных наций еще. Там были курды, были, как их называют, Заза. Это как Зара? Нет, Заза. Есть такая. Разбираются есть такой в народ. марках просто. Заза. Обращайтесь. И вот у них тоже интересная ситуация. Вот там девушка, и сколько было? Где-то 26-27 лет. Я у нее спросила насчет ЗАЗа. Интересно же тоже. Они вот живут тоже там где-то в центральной... Не в центральной, туда ближе к север, юг, запад, к востоку. Ближе туда, к курдам, в той части. И многие, кстати, владеют и курдским, и турецким, и своим языком ЗАЗа. Вот. И у них та же проблема. Взрослое поколение знает, дети Да, уже это не у знают всех языка. такая проблема. Вот просто у всех. У всех. Да. У народности без... У народов, Без у государственности. тех, да, у кого нет государства. Такая проблема. Так и что, ты вот месяц отработал, тебе на руки зарплату дали? Да? В конвертике. Просто так, да? В окошко постучался? И... Не скрывали ничего. Вот вам. А вот коллектив, там ты, ну, нормально Да. познакомился с ним? Все были турки. И, кстати, много иранцев было. Из преподавателей именно английского. Мгм. Иранцев много. Ну, они, наверное, по такому же принципу, Думаю, по да. низким зарплатам там Думаю, двигаются. да. И, кстати, если устроят официально, иностранцам обязуются выплачивать больше. Поэтому Там- неофициально. Ну да. А почему? Там это какой-то... Ну, потому что они понимают, что иностранцам тяжелее будет жить, вливаться. то есть вот так, да? Да. В Китае то- то же самое же. А то обычно с иностранцами наоборот поступает. Ты, кстати, с телефоном как вопрос решил? Никак. Без интернета ходил. А связь Везде была? Wi-Fi подключал. А связь была? Нет. А, то есть ты вообще был? Я без связи ходил. Слушай, ну ты вообще так отчаянно получается. Конечно. А сколько там сейчас телефон стоит? Ну, я не про iPhone, О. а про Android. Про Android, ну, андроиды не, ну, сильно они дорого. Не сильно, нет, Да. нет. Android дорого. Подняли, вот было, по-моему, 5000 За телефон. налог. Да. 5000 Да. платить. Мы когда были, 5000 был. Знаете, сколько стало? Сколько? Как 20. вы думаете? 20? Ужас. До 20 тысяч, с 5 до 20. То есть я 20 тысяч на рубли, это сколько сейчас? 20 На тысяч лир? 4, по-моему, да, на 4 надо умножать. Блин, я недавно считал, но, по-моему, меньше уже даже. Ну, если ты на доллары переведешь. Ну, грубо говоря, 80 тысяч рублей, например, возьмем, да? То есть я, грубо говоря, куплю... 4, на 4, да. Да. Ну вот я возьму iPhone, если посчитать, возьму за 45, за 50 тысяч, например, iPhone, туда я поеду, еще 80 тысяч я должен заплатить за него. За что? Ну, там iPhone вообще 250, по-моему, стоит. Там очень дорого стоит он, да. Там с техникой. Ну, вот это опять же к тому Вы же, мне, что... кстати, в прошлом эфире сказали, если хочешь брать что-то, бери отсюда. Что Да? именно? Типа из Крыма бери. Технику свою? технику, да. Посоветовал ты. Лайфхак. Ну я же ходил, я тоже там смотрел. Да. Цены смотрел, я это все, знаю. Техника там дороже была изначально. Ты просто у нас был, когда мы только приехали, Да. и ты к нам. И что получается, вот смотри, вот ты живешь, да, там, сам по себе, там все, и цены вот так дорожают, да? Мгм. То есть на глазах дорожают. Да. Ты как-то вот с местными, там, школьными учителями, это обсуждается вообще как-то в народе? Да. Каждый день практически. То есть эта тема в основном Да, Больная тема. конечно, это больная тема, да. Потом Ничего. выборы, они начали про выборы разговаривать каждый день. Настолько ожесточенно, они прям так нервничали из-за этого все. А было, что вот разные мнения, и вот прям Было. конфронтация была, да? Да. Я даже со всеми ходил, бодался. Раз- А почему чё? вот так? А почему вот так? Почему вы так на это реагируете? Вот мне просто я не понимаю. Я говорю, ну что от этого изменится? Ну выберут его, и что от этого изменится? Зачем вы так нервничаете? Они прям вот такие нервные. Если ты за него голосуешь, они там готовы уже тебе морду набить за это.
Что это? Как это понимать? Мне кажется, что менталитет определяется вот по таким вещам. Мгм. Мы как-то, когда первый раз поехали в Стамбул, я очень удивился, когда увидел, как они на лотереях двинутые. Очень сильно. И я понял, что Это же они... бабушки. Да. Я, знаешь, что понял? Я понял, что они игроманы. То есть, понимаешь, да? Мгм. Вот такая вот у них тема есть. А это люди обычно внушаемые, вменяемые, увлекаемые. И поэтому как будто манипулируемые, более манипулируемые. Потому что реально в воскресенье стоишь, и возле этого окошка, где результаты покупаешь, там просто какая-то давка, там, то есть вот что-то из Советского Союза, короче. Я удивился, я посмотрел, удивился. Там был дедушка один. Просто сидит на улице целый день. Мимо него прохожу, он мне такой: "Гель бурая оğlum", дает мне лотерею. Выиграешь напополам. Интересно, просто вот такой дедушка сидел. Интересно такой. И что? Ничего, один раз я выиграл. Как раз мне уезжать остался один день. Я другу отдал, говорю: "Вон там сидит дедушка, иди ему отдай его". А что выиграл? Деньги выиграл? Да, там небольшая сумма. Ну, стоимость 20-30 билета или больше? лир. Нет, больше. М. Стоимость где-то 15. Вот. 20-30 лир. Так и что, вот смотри, вот ты говоришь, что, ну, отматывая время назад, ты бы не поехал, да, ну, условно говоря, так, Да. задним числом. Да. А ты не думаешь, что вот этот опыт, он как будто бы полезен для тебя? Ну, чтобы понять, условно говоря, про свой дом что-то, да, нужно увидеть другую Да. какую-то ситуацию. Ну, я уже видел до этого тоже. Он уже Нахватался, всё да? понял. Нахватался. Нет, ну это был хороший опыт. Я сейчас просто оцениваю, что да, съездил, окей, деньги, они приходящие, уходящие. Много потратил? Ладно, ну, достаточно, Больше 5? да. Ну, конечно, 8 месяцев. Ну, по-разному можно двигаться. Мне кажется, там в любом случае сейчас тратишь много. А вот про ментальность, что ты понял про них? Вот есть то, что тебе, ну, знаешь, как бы, то, что ты не принял, ну, не можешь Не могу принять. принять? Да. Есть такое. Они ничего не сделают, если нет выгоды для них. Везде. Везде. И в Эскишехире тоже. Эскишехире. Да. По большей части, да. Ну, в Бахчисарае тоже так же. Очень большая редкость. И нет вот этой гостеприимности. Нет ее. Идем, зайди к нам. Вот там была... Вот ты домой же заходил к людям, да? Вот зашел, единственный раз я зашел к крымским татарам домой. Просто да? Перед да, нет, не Кристемага, к ним тоже заходил, кстати, да. Вот, перед выездом где-то за неделю зашел, и они такие: "Блин, почему мы тебя раньше не узнали?" Вот. А мы с ними вообще так познакомились. Но это странно, да? Ты вот заходишь в гости, и тишина, да? Ну, то есть там Казан тихо сидит, да? То есть ничего такого нету, да? Там что-то угостить. Что? Нет, почему? Они хорошо угощают. Ну, а что ты говоришь, тогда выгоды нету? Ну, это в этом же нет выгоды. Ну вот это один случай А. из миллиона, который Я получился. Да. То есть, да, чайком тебя угостят. Ну вот этот чай, вы их сами видели там. Что-то так разбавили, что-то. И вот этот один Ну, так бардак. не говори, что Да. ты, Без, нормальная без тема. конфет даже. Нет, там сахарочек дают, как лошади. А этот, слышишь, а кофе что? Пьют? Кофе пьют. Ну, Наши меньше, вот, чем наши чай, я в думаю. Эскишехире. Нет, не так пьют, как мы. Мы же помешаны прям на кофе. Не, ну просто видишь, как бы они же говорят, что это они там по кофе двигаются. Ну, Ну да, турки же вообще говорят, что у них тоже типа Всё кофейная кофе. какая-то. типа. Есть да. это? Да, мы видели, знаем. Мгм. Но они тоже кофе любят, турки. Но не так, как мы, я думаю. У них Да все-таки не чай. так, все равно не так. Они меньше его пьют. Да. Или вообще не пьют. Давай буквально под завершение чуть-чуть позитивно давай закончим. Давайте. Что-то вообще хотел в Турцию поехать, сейчас уже думаю. А что там делать будете? А мы вот как туристы еще. Нам нужно- Мердемек соскучились. по Не, Мердемеку. мы же, у нас много вообще работы там есть, мы же все-таки Да вы снимаем, мы же общаемся. И все равно для нас это интересно. Мгм. Это не закрытая книга точно. Ну, посмотрим, как бы, да. Но мы все на время же смотрим, на времена смотрим. Сейчас скажи, какие планы, что думаешь, вот в ближайшее время, какие у тебя там, на ближайший год там, какие планы? Планы на ближайший год. Попытаться начать зарабатывать деньги в Так. Крыму, чтобы себя чувствовать неплохо. Так. И да, уже битам айтқандайын, балам якорь ташламаға уақыт келді. Это хорошо. Это Да. хороший план на жизнь. Вот такой план на ближайшее будущее. Сколько детей планируешь? Не, подожди, что началось сейчас? Вау. Не, ну мы же о позитиве.
Ну, надо На у женщины позитиве. спрашивать, что ты у мужчины спрашиваешь. Да, это с ней надо будет разговаривать. Она скажет, давай тут не этот. Не, ну у нас, например, одна была разные в семье. цифры. У него одна цифра, у меня другая цифра. Не, логика простая. Если женщина не хочет рожать, значит, вторую жену надо брать, понимаешь? Очень Свет, все что за просто. контент Ой, ты башланды. Контент. Это на анонс. Я, по-моему, в прошлый раз еще говорил. Я Нет. 3 хочу. 3? Класс. И в Турцию потом с ними. Нет, никогда. Может так просто Прокатнуться. прокатнуться. Не, прокатнуться, не жить. Не. У нас дети... Вы просто не желаете попробовать это, да? Экспириенс поехать в Турцию. с детьми. нормально, классно. Они до сих пор вспоминают. Если бы чуть спокойнее было бы, Рисуют классно. Айсафию. Да, это что? Ну нормально. вот, а нам же тоже приехала. Показал я ей город. Первый раз, да? Конечно. И что, Ну, скажи ее впечатление. Ну, они просто поняли, что да, красиво, но жить там... Ой-ой-ой, как сложно. Ну, Да. очень важно вообще, кто То есть- тебя водит. И если вот сам двигаешься, Кстати, да, то очень важно. тяжелее как бы. Если там, допустим, встречают, ну, есть кто встречает, есть кто провожает, Да. совсем по-другому Ну, ощущается. они просто не думали, как нам доехать туда, что нам использовать. Да, Об этом всем я думал. да. Да. И хорошо, что я уже Стамбул знал. То есть легче было намного. Ну, да. Да. Mечта была такая. Осуществилась Allah'a şükür. Aynen o. Sağ ol, все пришел. Siz de sağ olunuz. Eyliklerde Korşeyken'de. Да, Смет, давай там разворачивай деятельность, деньги зарабатывай. Да. Свадьбу Хорошо. будешь делать, не забывай. Yaxşı. На свадьбе 1000 человек будет. Среди них подписчики. О, Ну, все-таки известный человек. Не просто. No name. Не no name. Уже не no name. Ой, ладно, что-то. Ладно, sağ ol. Sağ olunuz. Siz de sağ olunuz. Как говорится, Аллах кулак getirsin, там нос не вешай, надо работать. Надо Ясно. деятельность разворачивать. Ну, вообще, наверное, ледяным душем тебя облило, да? То, что вот в Крыму ты вернулся, а здесь все по-другому. Да, так и есть. Ну ничего, все в наших руках. Зато здесь родина, Да. родители рядом. Да, вот реально, куда бы ни поехал, все равно обратно Да. хочется ехать. Куда бы ни поехал. Это хорошо, что хочется сказать. А Ну, то есть такие это- люди, которые все равно. как Ну бы. это странно, это значит, как-то их по-другому воспитывали. Да, мне кажется, нет. Мне кажется, Не от просто этого, такой человек. не с воспитанием это Такой связано. человек. Вот айтишники, они где чемодан поставил, там вроде. Ну, не привязаны. Ну не все, наверное. Не все, не все. Но среди них большинство. Я с Потому ними не что общаюсь. если бы ты в Турции бы зарабатывал там $5000, я думаю, ты немножко бы по-другому смотрел на ситуацию. Мне кажется, Ленур по-другому не смотрел. Смотрел бы, смотрел. Ну, я бы смотрел как бы только для заработка. Ну и интеграция-то проще происходит. Снял бы себе легко квартиру там, что хотел бы делал там, Не знаю. друзья появились, жена бы там сразу нашлась. Друзей у меня, кстати, вот за 8 месяцев там нормальных и не появилось. А как ты за 8 месяцев тут всю жизнь живешь, не можешь Ну, найти не нормально? знаю, хоть какие-то должны же быть За друзья. 8 месяцев ты хоть сразу, вот, друзья в каждом городе, да? Это сложный процесс. А здесь друзья тебя ждали? Да. Чуть не уверенно сказал. Ну, кто-то, ну, эти не ждали, наверное. Нет, он махает. Нет, нет, нет. нет. Да. Неожиданно, эй, в Ленур приехал. Так хорошо было. Так хорошо было. Да. Не, ну за 4 года многое поменялось. Конечно же. Многие замуж повыходили, женились. Уже развелись. Уже и развестись, может, кто-то успел. Как знаешь, Все я там дети. недавно, вчера разговаривали, ну, с нашими друзьями, они говорят, мы, говорит, ко второму кругу говорит, подождали немножко. Ну, кто О. уже второй раз женится, мы с ними вместе. Понятно. Все, ладно, Сау. Hadi size sağ olunuz. Emeğinizge sağlık. Сау.